Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boylu. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soylu. Merhaba asker. Nasılsınız? Sizler de sağ olun. Onur kıtası esas sunuş. Onur kıtası selam. Dur.
Tören bitmiştir Ekselans. Sol. Sayın Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim, saygıdeğer bakanlar, değerli basın mensupları, Уважаемый господин президент, дорогой брат, уважаемые министры, уважаемые представители прессы, приветствую вас самыми искренними чувствами, уважением и любовью. Еще раз поздравляю моего дорогого брата Ильхама Алиева, который, завоевав высокое доверие своего народа, в 5-й раз был избран президентом Азербайджана. Я очень рад, что мой брат Ильхам свой первый официальный зарубежный визит сразу после избрания президентом совершил в Турцию. Как вам известно, состоявшиеся 7 февраля президентские выборы имеют историческое значение, так как они впервые были проведены на всей суверенной территории Азербайджана. Желаю, чтобы итоги выборов были на благо турецко-азербайджанских отношений и братского азербайджанского народа. К сожалению, накануне выборов Азербайджан подвергся некоторой несправедливости. Мы выразили решительный протест против принятых в Парламентской ассамблее Совета Европы решений, препятствующих участию азербайджанской делегации в мероприятиях, которые будут проведены в этом году. Мы будем продолжать подчеркивать важность того, чтобы ассамблея была платформой диалога, укрепляющей парламентскую демократию, а не площадкой противостояния. Мы будем продолжать оказывать Азербайджану поддержку и прилагать усилия в этом направлении до отмены принятого решения. Уважаемые представители прессы, на встречах с моим дорогим братом мы рассмотрели все аспекты наших двусторонних связей, обсудили региональные и международные вопросы. Мы видим, что наше сотрудничество развивается в свете изречения общенационального лидера Гейдара Алиева «Одна нация, два государства». Наш общий торговый оборот в минувшем году впервые достиг уровня $7,5 миллиарда. Мы полны решимости приложить дополнительные усилия, чтобы достичь поставленной цели – $15 миллиардов. Понятно, что на фоне критических вызовов нам необходимо развивать потенциал наших стран в транспортной и энергетической сферах. Наглядным тому примером является железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс. Важно максимально полно использовать преимущества этой дороги, для чего нужно как можно скорее завершить работы по ее модернизации.
В ходе моего визита в сентябре прошлого года в Нахчиван, ворота тюркского мира, мы вместе с уважаемым Алиевым подписали протокол о намерении по проекту железной дороги Карс-Нахчиван. Среди наших приоритетов в этом направлении расширение возможностей ТАНАП, поставка каспийского природного газа в Турцию и Европу. Хочу также напомнить, что проектом газопровода Ихдыр-Нахчиван, фундамент которого был заложен в рамках моего визита в Нахчиван, мы достигли нового уровня сотрудничества в энергетической сфере. Уважаемые представители прессы, на наших встречах мы также обсудили шаги по установлению мира и стабильности на Южном Кавказе. Подписание соглашения о долгосрочном мире между Азербайджаном и Арменией, безусловно, станет новым источником надежды для мира и стабильности как в нашем регионе, так и во всем мире. В этом процессе мы действуем сообща, плечом к плечу с Азербайджаном. После завершения оккупации Карабаха открылось окно исторической возможности для долгосрочного мира в нашем регионе. Очень важно, чтобы это окно возможностей не закрылось. Уверен, что Армения должна оценить этот процесс сквозь призму долгосрочной стратегической перспективы. Мы призываем третьи стороны вложить в процесс конструктивный вклад, а не отравлять его. Пользуясь случаем, хочу выразить надежду, что события, произошедшие несколько дней назад на границе двух стран, больше не повторятся. Желаю нашему брату, солдату азербайджанской армии, получившему ранение, скорейшего выздоровления. Мы также обсудили на наших встречах устроенный Израилем в Газе геноцид, который попирает все человеческие ценности и международное право, другие конфликты, затрагивающие интересы нашего региона. Мы продолжаем работать над дальнейшей институционализацией и укреплением нашего единства в организации тюркских государств, нашей семье. Хочу выразить особое удовлетворение в связи с проведением в июле этого года чрезвычайного саммита нашей организации в культурной столице тюркского мира – Шуше. В предстоящий период мы продолжим идти вместе с Азербайджаном по праву нашего братства и в духе, закрепленном Шушинской декларацией. В лице моего дорогого брата выражаю признательность всему азербайджанскому народу за солидарность с нашим народом во время землетрясений 6 февраля прошлого года. Наряду с остальной помощью Азербайджан возводит в Кахраман-Мараше 1000 домов на территории 32 гектаров и откроет 799 рабочих мест. В ходе поездки в Кахраман-Мараш на прошлой неделе мы были проинформированы о работах, проводимых на бульваре Азербайджана. В заключении своего выступления хочу еще раз выразить моему брату Алиеву признательность за визит. Желаю, чтобы наши дружба и братство были вечными. Rabbim muhabbetimizi, kardeşliğimizi daim eylesin diyorum. Уважаемый Садыр Нургажович, спасибо, что приняли наше приглашение, приехали на открытие игр будущего. Я думаю, что это должно быть интересное мероприятие. Но, во всяком случае, мы постарались, чтобы старт был достойным. Молодые люди во всем мире любят эти виды спорта, и мы с удовольствием создали для них условия, для того, чтобы они могли посостязаться друг с другом. Что касается наших двусторонних отношений, то они основаны на договоре нашем фундаментальном и развиваются успешно, причем по всем направлениям. Россия остается одним из основных торгово-экономических партнеров. 35% прямых инвестиций тоже из России в кыргызстанскую экономику пришли. Будем и дальше работать над этими вопросами. В гуманитарной сфере все развивается у нас поступательно. Мы благодарны вам за то внимание, которое вы уделяете развитию русского языка. Школу мы с вами открывали не так давно. Я хорошо помню визит в конце прошлого года, в октябре, по-моему, было в вашу страну. Спасибо большое за гостеприимство. Мы рады вас
приветствовать в России. Спасибо. Рад снова увидеться с вами, уважаемый Владимир Владимирович, и признателен за приглашение на церемонию открытия первого мультиспортивного турнира «Игры будущего». Хотел бы пожелать успешного проведения данного уникального мероприятия, а также выразить уверенность, что оно получит широкое международное признание и завоюет сердце любителей спорта. Пользуясь случаем, желаю успехов в вашей предстоящей избирательной кампании. Еще раз спасибо вам. Спасибо. Было представлено 3 варианта латиницы на казахском языке. И 3 варианта, на мой взгляд, являются неудачными. И я дал поручение соответствующим ведомствам еще раз вернуться к рассмотрению латиницы, проявить научный подход, подключить научное сообщество к этому вопросу и не спеша к 2025 году подойти к решению данной проблемы во всеоружии. А зачем это нужно? Мы не хотим ошибаться в этом вопросе. Зачем нужно переходить от кириллицы к латинице? Но считается, во всяком случае, так говорят ученые, что латиница поможет популяризировать казахский язык, в том числе в тюркском сообществе, поскольку турецкий язык сейчас полностью на латинице. Решение о переходе на латиницу приняли Узбекистан, Азербайджан, Туркменистан. Здесь, в Центральноазиатском регионе, пока на кириллице настаивает Кыргызстан. Ну и Монголия, тоже часть Центральной Азии, пока они пишут на кириллице. Но я думаю, что даже с официальным введением латиницы, начиная с 2025 года, как об этом говорил наш первый президент, все равно как-то параллельно будет существовать и кириллица, и латиница. И нельзя забывать, что именно на кириллице все выдающиеся произведения классиков в казахской литературе в свое время были написаны. Это ведь факт. Переход на латиницу у нас в Казахстане предполагается до 2031 года. Но для этого, конечно, прежде всего необходимо утвердить алфавит и правила правописания. Это очень важно. Конечно, безусловно, еще важно для нас и то, что учет мирового опыта. А самое главное в этом плане, нам необходимо будет очень ценным опыт Турции, Азербайджана, Узбекистана, Каракалпакии и так далее. Но в этом плане наша государственная комиссия, с одной стороны, специальная комиссия ученых, лингвистов, философов, историков, с другой стороны, работает, дорабатывает. Это не так просто. Мы будем переходить эволюционным путем. Необходимо, конечно, прежде всего создать хорошее общественное мнение, чтобы народ был действительно готов. Необходимо, конечно, и нормативные акты, учебно-методические пособия, кадры и так далее, и так далее. Но в этом плане практически у нас с этого года стали реализовываться некоторые вопросы концепции языковой политики Республики Казахстан, которое было принято. За все время независимости мы много говорили о необходимости, чтобы в учебных заведениях, прежде всего в школах, ученики сдавали экзамен на знание казахского языка. Ну, к радости можем поделиться с вами, с нашими братьями, что с этого учебного года, 2023-2024 годы, в этом году впервые за всю историю независимости в школах ученики среднего звена, высшего звена будут сдавать экзамен на знание казахского языка.
как государственного языка. Вот. Это нас, конечно, обнадеживает. Это уже практически шаг от подготовки, реализации той программы, о котором мы с вами говорим. Также в перспективе нами предполагается, ожидается, что как минимум 85% телепередачи, телевидения будет на государственном языке. Это тоже очень такое большое подспорье. Но это дело будущего, но которое берет свое начало сегодня. Ну, в связи с этим есть такое предложение. Было бы для нас очень полезно, если бы ученые, прежде всего лингвисты Турции, Азербайджана, Узбекистана встретились и еще раз обсудили бы, поделились бы теми проблемами, теми минусами и плюсами, через которые эти страны, государства, народы прошли на пути к усвоению латыницы. Находящийся в Азербайджане Гобустан – один из самых известных в мире историко-археологических заповедников, музей под открытым небом с огромной коллекцией бесценных исторических экспонатов. Заповедник был образован 9 сентября 1966 года. Целью его деятельности является охрана наскальных изображений, курганов и жилищных объектов и их тщательное изучение. Особенно знаменит Гобустанский заповедник своими наскальными рисунками, сделанными в период мезолита. Ежегодно туристы со всего мира приезжают своими глазами увидеть многочисленные произведения искусства, некогда сделанные первобытными художниками. Наскальные рисунки, стоянку первобытного человека, надгробные памятники и многие другие свидетельства прошлого азербайджанского народа каменного века и последующих периодов можно увидеть в горах Гобустана: Бейюкдаш, Кичикдаш, Джингердак, Шонгардак и Шихгая. Наиболее значительными из всего этого списка, безусловно, являются петроглифы, высеченные первобытными людьми на стенах пещер, скалах и каменных глыбах. Они способны поведать путешественнику о культуре, хозяйстве, мировоззрении, обычаях и традициях древних людей, которые уже в то далекое время заселили этот благодатный уголок Азербайджана. Таким образом, в Азербайджане появилась еще одна достопримечательность. Археологами начались тщательные исследования местности. В результате всего было обнаружено более 6 тысяч рисунков на тысячах скал, древние жилища, пещеры и стоянки, около 40 курганов, более 100 тысяч предметов материальной культуры. Наиболее древние рисунки относятся к эпохе мезолита, однако предполагается, что жизнь существовала здесь и раньше, что позволяет считать Гобустан одной из колыбелей цивилизации. Исследования здесь продолжаются до сих пор. Среди множества характерных как для азиатских, так и для европейских культур рисунков особое внимание привлекают изображения лодок с гребцами. Это может означать, что в то время жители Гобустана были хорошими мореходами. Изображенное на корме лодок солнце позволяет провести аналогию с подобными рисунками, обнаруженными в Швеции, на Урале и в Египте. Согласно древним верованиям, солнце, заходя на восток, за ночь перемещается на лодке, чтобы заново появиться утром на западе. Наскальные изображения Гобустана крайне заинтересовали известного ученого и путешественника Тура Хейердала, который несколько раз здесь бывал. Изучая сходные изображения лодок в Гобустане и Норвегии, он выдвинул гипотезу, что предки древних викингов прибыли в Скандинавию на лодках с берегов Каспия. Неподалеку от места пребывания римлян находится Гавалдаш, оригинальный камень-бубен, представляющий собой установленную плашмя огромную плиту. Из нее постукиванием можно извлечь ритмические четкие мотивы. Считается, что этими звуками сопровождались ритуальные пляски и обряды. В 2007 году заповедник Гобустан был включен в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно его посещают сотни туристов из десятков стран мира. Уважаемые телезрители, мы благодарим азербайджанского кинооператора Афгана Исофа, который для программы «Мост дружбы» снял этот видеоматериал.
Ювелирная отрасль Турции в настоящее время является одной из развитых в мире. Турция по экспорту ювелирных изделий уступает Индии, Китаю и Италии. Хотя природные запасы драгоценных металлов и драгоценных камней в Турции незначительны, тем не менее ювелирное ремесло в Анатолии начало развиваться еще с IV века нашей эры. За последние 10 лет в Турции значительно увеличился экспорт ювелирных изделий. С ростом объемов экспорта Турция поднялась в общемировом рейтинге индустриальных стран и стала одним из лидеров данной отрасли в мире. В Турции ежегодно могут производить 400 тонн ювелирных изделий из золота и 200 тонн ювелирных изделий из серебра, но, к сожалению, этот потенциал полностью не используется. Когда мы побывали в провинции Кахраман-Мараш, Турции, посетили цех-мастерскую, где изготавливают ювелирную продукцию из золота. Все процедуры производственного процесса, от сырья до готовой продукции. Основными называются производственные процессы, в ходе которых осуществляется изготовление основной продукции, выпускаемой предприятием. Специалисты нам рассказывали об изготовлении продукции из золота. Здесь сначала плавится сырье. Затем вы измельчаете золото столько, сколько необходимо. Вы разбавляете золото, пока не получите желаемую тонкость. Так как мы готовим золото, которое превращаем в трубу, трубы по очереди разрезаем на кольца и проводим необходимую операцию на хомуте. Кольцо, выходящее из кокетки, получает такую форму. Соединяем отрезанные кольца тонкой проволокой. Затем закрепляем на лазерном станке, чтобы получить желаемый браслет. Так выглядит браслет после лазерного станка. Смоченный в содовой воде браслет свариваем очень тонким способом. Также, уважаемые телезрители, современное производство представляет собой сложный процесс превращения сырья, материалов, полуфабрикатов и других предметов труда в готовую продукцию, удовлетворяющую потребностям общества. Это наш готовый продукт. Мы предлагаем эту продукцию нашим клиентам. В южной турецкой провинции Кахраман-Мараш и прилегающие провинции славятся роскошными свадьбами и количеством золота, которым щедро одаривают будущую невесту.
В завершении нашего сюжета предлагаем вашему вниманию приятную новость. Кахраман-марашцы создали золотую маску для невест, вступающих в брак во время пандемии коронавируса. Золотая маска предназначена для того, чтобы обеспечить визуально более приятную альтернативу обычным маскам для лица, что является обязательным требованием для всех присутствующих на свадьбе в стране в рамках усилий по предотвращению распространения COVID-19. Мастер проконсультировался с палатой ювелиров Кахраман-Мараша и своими коллегами, прежде чем создавать золотую маску.